Вот. Вот. А так, по большому счету, он не ошибся. То есть, этот ДНК подтвердил гипотезу Кирилла Туманишвили, одного из крупнейших на Западе специалистов по родам. Так что... Нет, Денис, я абсолютно с тобой согласен. Вот эта гаплогруппа, она интересная наука, но как каменелость в истории ее рассматривать не стоит. И отдельного народа... Мы видим историю Турции, там и греческая кровь, и славянская кровь, и наши кавказские крови. Но они считают себя все турками, и нация сформировалась, и мы как-то спорить с этим не можем. Конечно. Ведь, Саша, знаешь, если мы начнем вот такими категориями рассуждать, знаешь, мы впадем в какой-то неадекватный фашизм. Да, я согласен. Это неадекватность полная. Я абсолютно... Когда ты это пытаешься перевернуть, представляешь, там, я не знаю, там... Каша будет, каша. Ну, конечно, каша будет. Ну, слушай, вообще в цивилизованном обществе это не тема для споров. Вот. Это почему-то мы на Кавказе любим, как бы, знаешь. Денис, ты сейчас сказал, если грузину скажешь, что он не грузин, если в нем есть армянская кровь, ну... Мы за что смеялись, ты же понял, когда нам говорят, что мы абхазы, не абхазы, а апсо, там, и вот это все остальное, это как бы техничная наша ответка была, так, посмеяться, похихикать, но у нас получилось, тем более на основании фактов. А так, что ты говоришь, все остальное я согласен. Во всем согласен. Здесь в ТикТоке, что ли? А? Да, мы у Алисы спрашивали ихнюю гаплогруппы современных носителей этой фамилии. Все, она четко нам, вот как ты там написано, четко вот это все рассказала. Указала Сибирь, Алтай, даже индейский, у индейцев есть кровь, это гаплогруппа есть. Америка, да. Да, у индейцев в Америке, да. Ну, я читал, ты знаешь, вот очень плохо, я считаю, что как бы надо это переводить. Есть исследования, ну, понимаешь, Алиса, и это все понятное дело, но мне это интересно сами материалы. Да. И, к большому сожалению, сегодня в Европе есть много материалов на эту тему изученных, официально публикуется в серьезных научных журналах, это не какие-то там... Да, я помню, у тебя в YouTube-канале была еще версия, что в византийском, в Оксфордском университете был византийский словарь издан, где указывалось на армянские корни Багратионе. Или Багратуне. То есть, да, изначально то есть, они были армянами, потом младшие виды стали абхазо-грузинами, что-то вот в этом роде. Да, понял. Поэтому, знаешь, как бы, ну, лично для меня, да, Сибирь меня немножко удивил, конечно. Вот. Ну, а по поводу перевода. Он многих удивил, поверь мне. Да, по поводу перевода, я считаю, что, слава богу, материалы доступны. На эту тему, вообще, по поводу кавказцев, есть интересные материалы, изданные на английском языке. Их там несколько статей очень серьезных. Это они публикованы в очень серьезных научных журналах за рубежом. И надо бы сделать перевод. Я вот поэтому сейчас у меня хочек сам Губзира Чейдзе, Манахраха хочет. Губзира Чейдзе, это Губзира Чейдзе. И вот я думаю, что немножко соберусь с финансами. Я думаю, статьи небольшие, на самом деле, так, если подумать, можно было бы сделать перевод и опубликовать. Просто в интернете опубликовать. У меня в Телеграме, я же отдельно по статье публикую какие-то вещи более длинные. Я думаю, можно было бы опубликовать просто для общего понимания, почему бы нет. Я вообще считаю, что такие вещи надо делать. Если какие-то серьезные научные работы вышли по Кавказу, их вообще надо переводить. Это же о нас говорится, о нашей традиции, о нашей истории же говорится, правда, о нашем ДНК. И такие вещи надо переводить, конечно, к сожалению, мы над этим не работаем, к большому сожалению. Вот. Или вот ты знаешь даже, значит, вот знаешь, да, эту историю, Горкляне, то, что надпись нашли. Предположительно, надпись нашли там. Которые, где изображены, как их... Ну, буквы. Как их называют? Да. Буквы по бокам изображены два архангела христианских, если я не ошибаюсь. Но они утверждают, что это до нашей эры с письменностью у них было. Да, я тебе скажу, это правда, кстати. Я тебе сейчас даже больше скажу. Кто там проводит раскопки, кто обнаружил эти надписи, у него 2 статьи на эту тему на английском языке, чтобы ты знал. Ну там 4-6 век указывается, нашей эры. Еще древнее.
Так главный, я насколько помню, главный специалист указывал 4-6 век, и там по бокам изображены два этих, как я опять забыл это слово, Гавриил, ангел Гавриил и еще не Гавриил или кто, подожди. Два ангела христианские. Ты, наверное, это в Википедии читал? Нет, я где-то читал, и нет, не в Википедии нет. Я читал статьи, я видел на английском языке два материала, которые сам... Нет, они еще древнее. И там большой разрыв между грузинским алфавитом, первым грузинским алфавитом и вон теми якобы надписями. Хотя там... Денис, перебью тебя. Это там, где... Вот, там еще одна находка была. Я сейчас не хочу путать. Это там, где древний арамейский смешан с каким-то... переделан под протогрузинские письменность. Вот что-то такое. Вот ты этот имеешь в виду? Камень. Гаркаляне там, они строили дорогу, обнаружили у древнего алтаря, ну это капище было, святилище, по-видимому, и там они обнаружили якобы надпись, так, это гипотеза на самом деле, которую еще надо доказать, если честно сказать. Ты знаешь, когда ты читаешь... Почему ты ее вспомнил сейчас? Значит, нет, я вообще о чем и говорю, мы когда говорим об истории просто, понимаешь, когда мы говорим о каких-то вещах, всегда надо быть очень аккуратным. Вот. Предположение, ты знаешь, я в интернете много чего читал, тут грузины тоже много чего говорят, но я вообще к чему это? К тому, что с историей надо быть аккуратнее. Вот. Нет, это понятно. А то могут быть очень серьезные неожиданности, я тебе хочу сказать. Это понятно. А вот насчет неожиданности, что Чирикба говорил, вот передаче было про хатов последняя, Маманана Кокоскир, ты тоже у себя выложил, да, что какой-то немецкий или австрийский ученый, я не помню, нашел какие-то письменности, и он причисляет их к адыгам, и к адыгским народам эта письменность может быть. Ты что-нибудь слышал за это? Ты, наверное, имеешь в виду Бекджиха Грозного, чешского ученого. Он впервые расшифровал. Нет, вот сейчас новое что-то, новое. Там же в этом интервью Чирикба говорит об этом в конце. Нет, слушай, то, что хатта связывают с абхазадыгами, это давно известный факт. Единственное, что... Нет, я за новую информацию говорю. Я понял. По поводу хаттов, не хеттов, хаттов. То, что... Денис, то, что их связывают с абхазадыгами, это давно не секрет. Какой бы там ни нашли бы новую надпись, то, что структура самого языка, оно близко к абхазадыгским языкам, это как бы, известный факт давно. Вот. А другое дело, что, знаешь, я тут хочу маленькое сделать пояснение. Очень часто почему-то есть такое заблуждение, такое мнение и у абхазов, и у адыгов, что якобы абхазы это потомки хаттов. Вот это неправда. Родственный народ, да. Просто раньше было такое мнение, что абхазы-адыги произошли от хаттов. Но там проблема в чем? Дело в том, что хатты параллельно упоминаются с возможными, предполагаемыми... Да. То есть, понимаешь, что получается? Не могли же предки жить параллельно с потомками. Там не получается. Да. Не коррелируется по дате. Вот и все. Поэтому хатты возможные... родственники или дальние родственники абхазов и адыгов. Так будет более правильно говорить. Да, я согласен. Я тоже читал много на эту тему. Рональд Дарк. Добрый вечер. Денис, вот у нас были споры с грузином одним насчет самарзаганцев. Мы ему предоставили, он спорил, в конце мы ему предоставили мочеваряне в 1913 году, когда в Гальском районе побывал, и он описал, кто там жил, в каких деревнях, кем они себя считали. Вот на эту тему, там еще был грузинский один исследователь, я не помню его фамилию, он даже рядом с Ванским водохранилищем, уже на стороне современном Мигреле указывал абхазские села в том числе. Тоже вот за него вспомнишь, если я вот плохо помню это вот. Слушайте, вы просто можете его отослать к моей статье. Нет, Денис, когда ты в эфире... Сами источники указаны просто. Да, когда ты в эфире, ты говоришь, посмотри там, посмотри, он не будет, ты же сам знаешь. Ты должен это в эфире, в онлайн-режиме это все рассказывать. Вот тут многие грузины сейчас сидят, и мы просьба большая, если ты сможешь уточнить по самурзаганцам вопрос. А грузины называют, что это мигрельцы были там.
Значит, что касается... Там же упоминается, Денис, перебиваю, упоминается в 1880 каком году, я не помню, в 86 году перепись, посемейная перепись. Мурзаханцы как отдельный этнос упоминается, но такого этноса никто не знает. Так кто они были, эти мурзаханцы? Послушай, самарзаханцы – это абхазы. Но, есть одно но. В свое время часть мигрелов тихо-тихо переселялись на территорию современного, Мурзахана, исторического Мурзахана, будем так говорить. И поэтому ясно дело, что часть мигрелов, какую-то часть тут к нам переселились. Их стали автоматом тоже называть самурзаканцами. Но подавляющее большинство жителей Самарзахана были этническими абхазами. Поэтому, когда была перепись в Российской империи, в 1890, господи, дай бог мне памяти... 1886, 87. Нет, в 1897, если не ошибаюсь. 97? Когда была первая перепись в Российской империи. Первая, да. Да, мурзаханцы своим родным языком указали абхазский. Что вы знали. Вот факты. А я как грузин тебе апеллирую. А факты? Я тебе скажу, значит, в переписи Российской империи, Кутаисской губернии, там же несколько томов переписи. Открываешь эту перепись, там написано абхазы и мурзаканцы. Денис. Но дело в том, что там еще там были дополнительные списки. Вот по этим спискам дополнительным абхазов 58 тысяч. То есть абхазов 28 с хвостиком, остальные тоже мурзаханцы. Там, посмотри, там как была перепись. То есть указали вот по национальности абхазы и указали мурзаканцы. Но когда там есть еще доп. Списки, почему-то, вот ты знаешь, в чем фальсификация грузинской стороны? Они показывают саму перепись, где указаны мурзаканцы, значит, абхазцы, и мингрельцы еще указаны отдельно. Да, до 25-го года. Если интересно, мурзаханцы это мингрелы, почему они не указаны как мингрельцы? Денис, я тебя перебью на минутку. А мне Роза Дештых, она более грамотная, чем я, и у нее наверняка вопрос есть. Роза Брадану, у тебя в комментариях. Роза Гадахнубо? Ой, я точно забыл, как пользоваться ТикТоком. Где она? Вот. Подожди. Господи. Роза Гадахнубо. Вот. Господи, как это сделать? Вот пришло. Так, слушаем. Я как грузин говорю. Добрый вечер. Я рада Добрый вас вечер, Роза. просто вы не представляете, как мы по вам скучали. Роза, здравствуйте, Роза. Здравствуйте, мы тут воюем вовсю. У меня, знаете, какой вопрос? Без меня, да. Без вас мы никак. Здрасте. Сейчас мы, конечно, не вы, хоть и пытаемся хоть что-то. Вопрос такой. Вот насчет церкви Илорской. Тут один появился какой-то интересный человечек и утверждает, что строили ее Ливан. Я ему говорю, нет. Насколько я помню, Денис, хотя я могу ошибаться, это вы-то знаете, он достраивал ее, да? Или я ошибаюсь? Да, давайте я отвечу на предыдущий вопрос. По поводу Лорту сейчас вам скажу буквально коротко. Значит, по поводу переписи. Дело в том, что грузины показывают только вот там, где перепись сама указана, вот абхазцев там 28 чем-то тысяч, там мурзаханцев отдельно еще указывают. Но есть доп. Списки к этой переписи. Грузины его не показывают. В этом доп. Списке указано, сколько людей свой родной язык назвали абхазским. Так вот, абхазским языком назвали 58 тысяч человек. То есть это абхазцы сами и плюс мурзаханцы. Это факт исторический. Есть вопрос. Это дополнительные списки именно по мурзаханцам или по всей Абхазии? Да. По переписи, по всем народам там есть, я потом как-нибудь выставлю у себя в Телеграме отдельно, я сделаю, выставлю. Да, это очень важно, для нас важно, вот кто тут. Да, ладно, хорошо, давайте я буквально, я когда свободен, завтра свободен. Давайте я завтра сяду, я вам обещаю себя в Телеграме, ближе к вечеру, наверное, я выложу, я даже скриншоты сделал, не скриншот, я скан с этих документов. Я вам покажу, на самом деле, какое количество. Там мурзаханцы свой родной язык указали абхазским, а не мингрельский.
Это будет это просто... не напечатано, Денис, вот вопрос, а именно этот документ есть у вас, скриншот именно этого документа старого? А слушай, перепись населения по Кутузовской губернии был издан в 1905 году. Ага. Нет, документ есть. Ага. Так что завтра выложу. Все. Теперь, что касается по поводу Илорского храма. Роза, смотрите, Илорский храм не мог быть построен Ливаном Дадьяни по такой простой причине, потому что храм был построен в X веке. Это раз. Во-вторых, храм не дошел до нас в первозданном виде, что вы знали. Сам храм, вот то, что вы сейчас видите, вот этот купольный, вот этот зал, вы же бывали там в Илорском соборе? Да, конечно, конечно. Вот когда вы заходите в сам храм, вот это что вот сам зал храма 53-го года постройки в советское время. Что вы знали? Да. А вот древний является 53-го. 1950, то ли 53, то ли 58. Сейчас еще позже. Это было построено в 50-х годах. То ли 53, то ли 58. Там я вам даже больше скажу, там есть даже надпись об этом. Я объясню почему. Хотя его грузины построили. Значит, смотрите, почему была эта постройка сделана, вот этот зал. Дело в том, что сам храм очень-очень маленький. Вот древней частью является вот там, где царские врата, где иконостас. Вот это древняя часть. А вот то, что в зал полностью, это вот он вообще не древний, он его буквально построили в советское время. Кстати, я вам даже больше скажу. Вот у меня же книга тут под рукой. Сейчас вам покажу, как этот храм выглядел в 19 веке. У меня же тут фотографии из 19 века. Вот сейчас я вспомнил. Я вам покажу. Это храм не дошел до нас в первозданном виде, никакой Ливан Дадьян его не строил. Это вообще полная глупость. На самом деле, ни в одном источнике такой информации нет. Я вообще не знаю, откуда... Вы знаете, вообще грузины в последнее время... Денис Харфет. В последнее время грузины любят фантазировать очень много на эту тему. Сейчас Все ходы записаны, так что ничего не сделают. Денис, покажи им фотографию. Сейчас, минуточку, подождите. А ну-ка, быстро. Вот, ребят, смотрите. Вот так выглядел храм в 19 веке. Сейчас я вам показать. Видите, вот он, вот так он выглядел. Да, вижу. Вот. Видите, вот здесь находится сейчас зал отдельно, вот такой большой зал здесь построен, вот в этом месте. Зала нет этого, видите, это 19 век. Вот. То есть это, поэтому это... А вот, кстати, вот другая фотография, кстати, она была сделана в 1960-х годах. Ну, это, правда, вот его задняя часть, здесь не видно уже пристройку. Вот пристройка здесь уже находится, вот она пристройка. То есть оно было, получается, вот так, вот, без пристройки, а потом здесь сделали пристройку. Это уже фотография 60-х годов, кстати. Поэтому это все неправда, конечно, нет. Какой Ливан Дадьян к этому имеет отношение к постройке храма. Другое дело, что наши храмы разрушались. Я вам честно скажу, что многие храмы, на самом деле, они не в первозданном виде до нас дошли. Нет, это понятно. Но даже что вы знали... на том месте, где изначально, вот Илырных, это ж там было. На месте древнеабхазского святилища построили древний храм. Изначально вот там было святилище. Вообще, вы знаете, так грузины начинают по поводу Илыр что-то говорить. Послушайте. Многие храмы Абхазии построены на месте древнеабхазского святилища. Послушайте, вы знаете, да, грузины, некоторые грузины, подчеркиваю, говорят всякие глупости о том, что абхазы куда переселились, а абхазские святилища откуда взялись на территории Абхазии, интересно? Это же древнее святилище. Я вам даже больше скажу. Древнеабхазские святилища зафиксированы на Прокопе Кисарийским. Вы знаете, просто же люди же не читают книги. Ну, это уже... Ой, Денис, еще что хотела спросить. Какая радость, что я вас увидела. Вы говорили, что один из наших князей, который последний, нет, предпоследний, по-моему, умер, у него надпись на греческом языке. Кто умер? Ну, вот один из наших чатьповцев. 19 вы имеете в виду этого, господи, Георгия Чачба? В Лыхну, который похоронен, там на надгробии на греческом языке, это правда. У меня даже есть фотография, кстати, ну сейчас я долго искать, у меня тут много папок. Ты моя рыбочка. Вот у меня такой вопрос. Если официальный язык у нас на территории Абхазии был грузинский, почему на надгробной плите написано на греческом? Значит, смотрите,
в эпоху Абхазского царства и в более позднее время Да. на территории Абхазии письменным языком и языком богослужения служили два языка: греческий изначально, Да. позже наряду, я подчеркиваю, наряду с греческим Мгм. был грузинский, наряду. Вы знаете, есть такое мнение, ну это даже писали некоторые даже историки, о том, что когда Баграт Багратит стал во главе абхазского государства, якобы греческий язык был заменен, ну, в богослужении, в письменности, был заменен грузинским. Это неправда. Да. Греческий сохранялся, параллельно шел грузинский язык. Да. Я вам так скажу, в горной части Абхазии использовался не греческий, не грузинский, а староосманский алфавит. Ага. Я. Ух ты. Я вам скажу, например, в селе Латта, Да. в надгробиях династии Амарщан, правителей Амарщан, у них на староосманском языке сохранилось письмо правителей Амарщан. Письмо сохранилось, оно было написано на староосманском языке. У меня даже где-то есть копия, если честно, сейчас у меня тут кучу книг, сейчас не вспомню, где-то у меня вообще... Я потом, если хотите, я могу потом себя в Телеграме выложить этот документ. Выложите, Это все было написано. выкладывайте. Все выкладывайте. А еще Вы знаете, просто... Вы знаете, у меня просто в Телеграме, в силу того, что я работаю, и, кстати, моя аспирантская работа находилась в редакции, мне эту работу вернули, сейчас я его там кое-что поправляю, так что, даст Бог, защитимся, надеюсь. Ой, как отрили. Дай бог. Поэтому я не часто выхожу сюда в эфир, но в Телеграме, да, есть время там что-то закинуть, тут еще и плюс работа, поэтому я не часто выхожу в эфир, в ТикТок, потому что мы, к сожалению... вы знаете как, не хочется тратить свое время на не очень умных людей. Я имею в виду ту сторону. К сожалению, нам такие только и попадаются. Хотелось бы с умным, с грамотным, но нету, где мы их возьмем. Такое количество, это просто как тараканы. Да, я не знаю, что с ним делать. Я извиняюсь, никого не хочу оскорблять, но знаете, что Да, давайте у меня в эфирах не будем называть тараканами, это некрасиво. Да, это не так. Это вы знаете, я вам даже больше скажу. У меня был случай, да, мне написал человек в личку с просьбой устроить эфир с одним грузином. Вот. Я отказался, знаете почему? С нормальным человеком всегда, конечно, можно поговорить. Но вы знаете, Розе, я вам так скажу, тратить свое время на не очень адекватных людей, которые явно не дружат с головой и явно у них какие-то комплексы, честно вам скажу, не имею никакого желания. Это, во-первых, у меня на это уходит время, я это время лучше потрачу на чтение книг или что-то интересное. А с адекватными людьми я всегда готов поговорить, и с той стороны в том числе. Но извините, но мне когда человек попадается, который абсолютно не разбирается в истории, и он мне историку начинает доказывать, что черное это белое, а белое это черное, извините, но я с такими людьми не имею желания общаться. Не потому, что мне нечего сказать, а просто потому, что, во-первых, человек пришел не что-то узнать, а пришел с явной провокацией, пришел тебе доказывать, что белое это черное, но при этом человек ни один раз в своей жизни не читал книгу по истории Абхазии. Это вы знаете как? Я вам такую историю расскажу, которая имела место быть с одним здесь известным тикток-блогером, не буду называть его имя. Это просто, чтобы вы понимали уровень многих людей. Человек сидит в эфире с умным лицом, доказывал своим зрителям, что якобы на Красной Поляне жили шапсуги. И когда я спросил, а какую книгу вы читали, где об этом написано, человек не смог ответить. Я ему перечислял литературу, и это читал, нет, это читал, нет, это читал. Чтобы вы понимали, с какими людьми мы имеем дело. Но послушайте, какие шапсуги и какая Красная Поляна. Понимаете, это две разные совершенно территории. И понимаете, этот человек сидит, доказывает, что это именно так. Но послушайте, как вы думаете, я вот... вы знаете, тут даже комментировать, я не знаю, кто комментирует, только то ли посмеяться над глупостью человека. Где шапсуги, где Красная Поляна, шапсуги вообще живут в Лазаревском районе города Сочи, понимаете, в долине реки Шахе. Поэтому это вот... И он еще говорил, что ни одного шапсуги не осталось на Кавказе.
Ну, мои хорошие, видимо, человек никогда не слышал, что есть такие села, как Большой Малый Кичмай, где живут, где живут шапсуги. Там, кстати, произрастает самый северный чай на планете, и там, кстати, не принимают туристов, там террасами располагаются очень красивые чайные плантации. Кстати, чай очень достойный. Что вы знали, у меня вот здесь вот дома есть чай, значит, из шапсуги. Поэтому, ну, чтобы вы понимали, какой уровень многих людей, и как вы думаете, я вот буду сидеть, да, вот с ним спорить? Ну, Нет, ну это мы будем сидеть. Вам нет. Еще один вопрос. Это Я поэтому создал телеграм-канал Дамхурц, пускай заходит и читает. Ага. А еще, Денис, знаете, что я увидела? Я была на Михайловке, там вот, если знаете, где кладбище, такая, как церквушка маленькая такая есть. Она была еще... Преображение Господня. Да, вот. И я там увидела латинскими буквами, ну, греческими буквами, значит, латиницей, на абхазские слова написаны в одном месте. Я так удивилась, но постеснялась сфотографировать. Какая? Надо мне подняться и сделать фотографию. Это они такая... Я потому что у меня есть письма 41-го года моего, ну, выходит, деда. Он писал письмо матери латинскими буквами на абхазском языке. Два письма. Ну, это же изначально же абхазский алфавит ну, был на кириллице, потом была латиница, вот и все. Да, ну вот почему говорят, что со времен Баграта абхазцы, если писали, то писали только на грузинском. Вот это меня так выбесывает. Вы себе представите. Вы знаете, на самом деле я в этом ничего плохого не вижу. Ну, послушайте, вы знаете... Ну, что вы имеете в виду? Подождите. Когда мы говорим по поводу... Вы знаете, на самом деле, это такая избитая тема. Многие народы мира, то есть элита-верхушка, оно говорило не только на своем родном языке. Например, скажем, элита абхазской верхушки, абхазского царства, они говорили на греческом языке. Потому что греческий язык, потому что дело в том, что Абхазия находилась в орбите христианской цивилизации Византийской империи. Согласна. Например, письмо абхазского царя Георгия с Николаем Мистиком написано на греческом языке. Вы скажите, кто этот Николай Мистик, чтобы знали. Это мы уже прикалываемся. Значит, Не-не, я-то знаю, но люди не знают, тут внизу пишут. Ну, патриарх византийский. Вот да, вы знаете, византийский патриарх. Да, это не значит, что Георгий был греком. Абсолютно. Понимаете? Да. Это же не серьезно. Ну, послушайте, давайте я вам для примера приведу. Вот Лазика. Да. Знаете ли вы, что Лазика, который называется грузинским государством, за все свое существование, это несколько веков, в этом государстве не было не написано ни одного слова на грузинском языке. Ни одного. Почему? Понимаете? И поэтому это, вы знаете, просто люди, которые так рассуждают, это откровенно дилетантство. Или просто попытка перевернуть историю. Это больше, знаете, такой политический лозунг, и никакого отношения к истории не имеет. Вот и все. Понятно. Вот еще, знаешь, ну, к этому, что наши цари владели несколькими языками, это понятно. Даже у Баграта вот это что... Но слушайте, вспомните Хаматбея Чачева, последнего правителя Абхазии, он не знал хотя несколько языков. Он вообще, кстати, был полиглотом. Да, я в курсе. Это мы в курсе. Это они не в курсе. Да. Ну, тут, вы знаете, я думаю, что многие абхазы не в курсе, но он знал абхазский, микрельский, грузинский, русский, османский, французский. Так что... Нет, я говорю, что вот Баграта монета даже, там с одной стороны написано на грузинском царь Абхазов, а с другой стороны на арабском. Есть... Так, стоп, это не Баграт III. Баграт II. Баграт II. Это царь Абхазов из династии Леонидов. Дело в том, что очень долгое время считалось, что это монета Багратида. Да. Но в итоге два эксперта по нумизматике совершенно независимо друг от друга доказали, что на самом деле это монета Баграта из династии Леонидов. Ничего себе, это вот вы сейчас нам что-то... Это который в Эрмитаже лежит? В Эрмитаже который лежит, да? Да, да. Это не монета Багратида. Чего себе? Правда.
А мы так все знали так. А ты что, не знаешь про это? Это давно уже доказано, уже, господи, уже года 3 прошло с тех пор, как это было Ну, это доказано. вы знаете, а мы-то не знали. Мы не знали об этом. Я вам скажу, грузинский нумизмат, исследователь, Ага. и русский, в России русский исследователь, независимо друг друга, доказали, что это не монета Баграта Багратида. А грузинского нумизмата фамилия какая? Ой, давайте сейчас посмотрю, я сейчас не помню Потому что фамилию. вот у меня здесь книга этой, как ее, Талипа жена, что Сейчас, минуточку. у нее написано, что Отишвили, мне кажется, ее вот фамилия. Илашвили, да. Это было такое мнение ошибочное, но оно опровергнуто уже. Было А мы такое не знали мнение, об да. этом. Сейчас, давайте открою. Озвучьте фамилию. Вот тут много с грузинскими буквами пишут, они смеются. Вот сейчас как они смеяться будут, и мы посмотрим. Ну, сейчас я их всех повыгоняю отсюда, и будет смеяться там. Не-не-не, пусть сидят, слушают, пусть сидят. Им некому это рассказывать. Они шашлычные истории слушают. Сейчас, подождите. Грамотного человека пусть послушают. Я пока найду. Так. Да, Так. Ну вот, там смотрите. Так, где-то авторы. Так. На территории Шамба. Вот смотрите. Значит, эта книга, это было в 2012 году. Угу. Слушаем все внимательно. Не так давно, в 2012 году, В.С. Кулешовым и параллельно с ним Г.И. Джапаридзе, Ага. Опа-на! исследователь, была проведена большая работа, в ходе которой анализу подверглись грузинские подражания куфическим дирхемам, которая позволила сделать чрезвычайно интересные для истории денежного обращения на территории Абхазии выводы. В своей статье о грузинских подражаниях аббасидам и о так называемом монете Баграта III из собрания Государственного Эрмитажа В.С. Кулешов, в частности, пишет: предлагаемая публикация основана на материалах одноименного доклада, с которым я выступил на конференции Минскабинету отделу нумизматики Эрмитажа. 22 ноября 2012 года, вскоре после этого, А.В. Акопян прислал мне копию, вышедшей в том же году статьи крупнейшего грузинского нумизмата Г.И. Джапаридзе, которая называется «Грузинские подражания аббасидским дирхемам и перетрубация серебряной монеты Баграта III». Оказалось, что на мои взгляды, на интересующий нас круг нумизматических памятников, в который входят малоизученные подражания серебряным монетам халифата, известны в специальной литературе как «грузинские», в кавычках, и уникальная монета с именем Баграта из Эрмитажного собрания полностью совпадает с выводом глубоко уважаемого Г.И. Джапаридзе и выводами его статьи. В чем составляют эти выводы, будет сказано ниже. И тут, значит, идет прочтение. Что там написано? Значит, написано там: нет Бога, кроме Аллаха, Он и один, нет ему сотоварища. Это написано на арабском языке. На грузинском языке написано следующее: Христе адиде баграти абхазта мепе. Христе возвеличь Баграта, царя абхазов. Вот. И значит, здесь дальше идет вывод о том, что на самом деле монета это принадлежит не Баграту, Багратиду, а из династии Леонидов. Кстати, если кому-то интересно будет, я могу в более такой короткой форме опубликовать статьи, что этого исследователя, что Джапаридзе, кажется, где-то есть по поводу статьи Джапаридзе. Тоже в Телеграме могу опубликовать. Так что Это это не монета, последнее, гвозди в крышку гроба их не будет. Обязательно опубликуй. То есть, ребята, российские и грузинские исследователи, независимо от друг друга, доказали, что монета якобы грузинского царя Баграта, якобы грузинского, которая хранится в Эрмитаже, это не монета Баграта Багратида. Это монета Баграта абхазского царя из династии Леонидов. В 2012 году, сегодня на дворе 2026 год. Все, точка. Ты их убил. Да, смешки ушли. Вот сейчас на комментарии смотрю, ни одного смешка.
Ну, подождите, а что есть, над чем тут можно посмеяться? Я просто не могу понять. Просто ученые раньше думали, что это монета Баграта III. Выяснилось, что это не так. Баграта, Смешно. Баграта абхазского царя, того же абхазского царя просто из династии Багратидов раньше думали, а сейчас абхазского царя из династии Леонидов. Леонидов, да, вот и все. Ну, вот и все. Вообще конфет. Ну, здесь, видите, надписи, вот, получается, на двух языках. Грузинский и арабский. Да. Да хоть на испанском. Не, ну... А почему на арабском? Это уже другой вопрос. Вот смотри, тут даже написано, что, значит, ну, там он пишет о том, что какие ученые думали, что это монета Баграта III, ну, второго, если по-нашему. В соответствии с давней традицией, восходящей к Ланглуа, ну, был такой исследователь, и поддерживаемым Пахамовым, Капанадзе, Ленгом и некоторыми другими авторами, эти монеты приписываются Баграту III из династии Багратидов и датируются началом XI века. Г. И. Джапаридзе переатрибулировал ее Баграту I, царя Абхазии, 780-890 года. Даты правления, значит, в литературе даются по-разному. Возможно, он правил в более ранние времена, с династии Анасидов. Все? Я вообще, знаете, я просто могу именно у меня есть вот такая замечательная книга, раритетная. Вот. После эту книгу не то, что грузины даже наши абхазы не читали, потому что, к сожалению, это редкая книга, редкое издание. Я просто могу отсюда как бы сделать скан. К сожалению, насколько знаю, этой книги нет в интернете. Я просто могу просканировать и выложить у себя в телеграм-канале в Дампорте. Будем очень рады, честно говоря. Денис, Роза, вы подписаны на меня? Нет, Денис, у меня новый телефон, меня ж долго не было, а я думала, я вас потеряла. А вот я вас... Ну, заходите, вставляйте собачку, пишите Дампорт, и там выйдет мой телеграм-канал. Конечно. Денис, вот сейчас, когда вот, пока вас не было, я зашел на ваш этот стрим, и изменения вижу, и там и северокавказские народы, история их указана, и там и Чечня, и Дагестан, там отдельные. Я ни к чему это говорю. Это очень хорошо, вы молодец, потому что, и заходя, смотря на свою историю, вот представители этих национальностей, они заодно и нашей поинтересуются. Очень правильный подход. Ну, конечно. Тут Пата пишет сказочник. Уважаемый Пата, я вас отправлю читать Джапаридзе статью. Подойдите к Джапаридзе, скажите ему, что он сказочник. Да. Джавахишвили там, Чикобава может тоже из могилы поднять. Ну, ну это же факт просто. Это же не я придумал. Ну, вообще, нумизматика не моя тема, я не могу эту тему лезть, потому что я специалист по нумизматике. У меня специализация вообще совершенно другая. Но по нумизматике это, я же говорю, это два ученых, независимо друг от друга, доказали, что это монета Баграта II из династии, Баграта I из династии Леонида. Вот и все. Причем тут сказочники, не сказочники? Потому что если вы книги не читаете, причем тут сказочники? Вы хотите сказать, что Джапаридзе врет, что ли? Не читают, они тосты слушают. Они тосты слушают шашлычных. Они тосты слушают. Всякие глупости говорят люди. Вот ты знаешь, вы знаете, я вам так скажу, они даже, вот, что касается по поводу даже надписи в Гаркляне, поверьте мне, они не читали статью самого археолога, который эти надписи нашел. А там он пишет далеко не то, как здесь сам грузины говорят. Статья есть на английском языке, идите читайте, кто знает английский язык. Вот и все. Какие к нам претензии, я просто не могу понять. О, Денис, ты давно не был здесь. Очень давно. Времени не хватает. Вы знаете, иногда бывает, что знаешь, что там садишься где-то в такси или что-то, и говорят, это же мы вымыл там в ТикТоке. Я говорю, да. Она говорит, что-то вас давно не видно. Ну,
времени на все не хватает, к А сожалению. мы только недавно вспоминали с Бельчиком вас. Думаем, где же наш Денисов? Как... Загюрих Зондес. Ну да. Жалко, что у нас не клонируют еще людей. Не говори так. Ты клонов. Ну, наука абхазская дойдет до этого, что сейчас? Блажен, кто верует. Кстати, по поводу, что касается вообще вот монет, вот она, вот эта книга, вот она. Такая вот. Она вся, кстати, глянцевая полностью. О, интересно. Раритет, правда, к сожалению, выпустили в очень таких тиражах, конечно, маленьком. Ну и вы знаете, с другой стороны, цена там тоже была. Но эту книгу я, правда, купил. Есть книги, которые мне подарили. Но вот там цена, конечно, была такая, если честно. Вот. Ну, что делать? Потому что... Вы знаете, хочется же иногда вот иметь какие-то интересные книги, какие-то раритетные. Я вот недавно даже, я не знаю, видели или нет, есть вот такая книга про Пицунду. Она вот такая вот. Я его выкупил в Ростове на аукционе. Хотя книга вышла в каком году? В 1980 году вышла вот эта книжка о Пицунде. Очень интересная книга. Вот я нашел на аукционе и в России выкупил. Один экземпляр всего лишь. Поэтому, ну, вы знаете, в советское же время у многих были библиотеки дома, и на сегодняшний день бывают такие моменты, не всегда, правда. Вот ты можешь случайно наткнуться на какую-то раритетную книгу, его продают на аукционе. Цена тоже, конечно, на аукционе, вам хочу сказать, ну, зачастую не дешевая. Вот, например, мне удалось на аукционе купить, например, вот эту книгу. Чтобы вы знали, кто не знает, вот эта книга, это автор Тинтилозов. Тут очень интересный материал по поводу Новоафонской пещеры. Автор этой книги один из тех исследователей, которым первым зашел в Новоафонскую пещеру, когда открывали пещеру. Вот. Тоже... Я вот тут отвечу, КСН написала, вот видно из Кикиляндии она, наука Абхазии и смешки. Смешки такие. Вы им книги показываете, они науку, видно, по-другому как-то изучают. Вот интересно, где они изучают науку? Вот то, что они изучают. В застольях, в основном в застольях, наверное. Пускай, вот если это касается монет, то пускай идут к Джапарите, читают его статью. Не будут они ничего читать, они читать не умеют, Денис, как они будут читать? Ну, ты знаешь, меня вообще некоторые люди вообще поражают. Они никогда в своей жизни книги не читали по истории Абхазии, но по истории Абхазии не профессионалы. Они не знают истории Грузии, при чем тут история Абхазии? У них спроси, когда была эта битва какая-нибудь, Дедгорская битва, спроси, когда они троить начинают. Они сейчас быстренько посмотрят в этом в Джимини. Человек книгу в жизни не прочел, кроме журнала «Мурзилка», сидит, смеется над человеком, который книги показывает и факты показывает. Я все вот. Так, кто-то просится в эфир. Давай. Денис, Бзераумас Денис, Бзерафимазия. Узнал, надеюсь, по голосу меня? Да. Денис, как насчет того, что ты говорил? Какие там продвижения? То, что мы вот виделись на раскопках. Какие продвижения? Что хорошего расскажешь? Куда прошел уже дальше? Давайте мы не будем с вами спешить. Еще раз? Сейчас я смотрю. Давайте мы не будем спешить. Какое-то сильное эхо идет, если честно, там. Это брат ТикТок смотрит тоже параллельно, приучается. Понятно. Ну, вы знаете, я с этой темой не раз сталкиваюсь. Значит, спрашивают. Ну, поймите, это все не так быстро делается. На сегодняшний день там обнаружено свыше 30 захоронений. Ого. Еще кое-какие материалы там обнаружены, я не буду здесь говорить. Это к нам приехали ученые, которые это все будут изучать, это будут исследовать, это должна быть научная статья. Поверьте мне, археологи вам так просто информацию не дадут, поверьте мне. Я же не копаю там копают наши археологи, ребята профессиональные. Я общался там с ними. Но я вам так скажу, во-первых, они должны закончить археологические исследования, потому что ты не можешь какие-то делать выводы, когда у тебя, еще не все закончено.
Это наука, это археология. Тем более, это археология, это так просто все не решается. Если там какую-то статью пишешь, там, я не знаю, там, по топонимике или там еще какая-то история, то там может в течение недели, там 2 недель написать. Это археология. Они должны все это из земли достать. Потом будет исследование, будет анализы. Если там какие-то надписи, будет чтение этих надписей. Должен быть перевод. Потом они должны эту статью подготовить научную на эту тему. Потом эта статья должна выйти. Поверьте мне, это не так-то все легко делается. Поэтому, что касается по поводу раскопок на территории Сухумской крепости, пока не ждите каких-то выводов. Ну, это слишком рано. Там Я очень... понимаю, что хочется там быстренько все узнать. Вы знаете, мне тоже много чего хочется, но это все не так-то легко на самом деле. Вот. Кстати, понимаете, там же они еще должны подготовить статью. Статья еще должна выйти. Потому что наши сборники, бывает, выходят. Этот сборник еще, его надо подготовить. Он должен еще выйти. Это же не так-то все легко. Вот вы знаете, давайте для примера. Все знают, да, на территории Адлера, ну, ныне уже Сириус, получается, находится местность под названием Имеретинская низменность. Да. Я написал статью на эту тему, откуда это вообще название взялось по документам. Потому что вот это мнение о том, что якобы это название появилось, потому что там высадился Имеретинский полк во время русско-кавказской войны, это неправда. Вот. Я доставал из архивов кое-какие документы, я написал статью. Я сдал эту статью в России, она в России выйдет. Чтобы вы понимали, статья выйдет только в сентябре. А написал я эту статью вот в феврале. Поэтому это все, поймите, не так-то легко. Хотя это не про археологию, а про топонимику. Время, видишь? Все нужно время. И вы правы. Ну, конечно, все нужно время. Вы же понимаете, если просто моя статья выйдет в сборнике. Когда публикуются сборники, вы знаете, например, я там написал в феврале, а кто-то не написал. Грубо говоря, он там написал в мае, кто-то в июне напишет, кто-то вообще, наверное, в августе напишет. Это же надо собрать, это же не так-то все легко на самом деле. Поэтому не спешите с выводами. А то, знаете, какие-то такие мнения существуют. Вот там какая-то надпись, там вон. Потом же надо делать анализы. Эти монеты нашли, что там за надписи, кто там изображен. Это же так-то все легко. Потом это надо сравнить. Если где-то в мире есть схожие монеты, их надо сравнить, надо это изучить. Это же потом, вы же понимаете, что археологи сейчас наши заняты. То есть, вы же понимаете, они должны закончить раскопки, полностью все закончить. Потом только перейти к изучению, к анализам, грубо говоря. Потом статью написать, потом его еще издать. Так что информация будет, наверное, только уже, скорее всего, может быть, в будущем году. Я я все-таки историк, я понимаю, мне тоже много чего интересно, но, конечно, я когда был, сейчас я общался с ребятами, какие-то мне интересные вещи рассказали. Вот. Но давайте мы с вами дождемся официальной информации. А я могу поделиться. И поверьте мне, там есть интересные вещи, я думаю. Это, понимаете, они же археологи, они же ученые, они же тоже хотят какие-то открытия сделать. Ну, это нормально, это наука. Поэтому я ничего по этому поводу особо комментировать не буду. Давайте с вами дождемся официальных окончательных выводов. Дождемся статей, дождемся работ наших замечательных ребят. Там они прям копают, занимаются с энтузиазмом. Это наша история, это наша культура. И поэтому давайте ждать. Придется, в общем, ждать нам. Что вам больше могу сказать по этому поводу. А я могу поделиться, кому интересно. В 1993 году в Грузии открыли завод Кока-Колы. Вот там в раскопках римского периода у нас на набережной нашли бутылку с надписью «Сделано, произведено в Тбилиси». Кока-кола бутылку. Кока-колу нашли. Понятно. Археологическое открытие. Своеобразное открытие археологическое. Ну да, 33 года тому назад. Что-то там закопали или выкинули. Но это римский период, что вы хотите? Да, Так академическая наука Грузии говорит в шашлычных барах и заведениях.